Ülkenin kündü bilgilerinin jurnalistler, poligrafistler, kinege taharatçılar, onu bilen duran bilgi kündüdük sanır ötüktabıllar bitiranlar büt. Elgini barıgıdın bugünkü beri gününen, bebit idebit brahimliğinden, Rusya beçetin gününen, Sakasırın jurnalistlerin soyu parabolaniyatın atıttan, onunla tuz beyem atıttan, İki distinlik ağırdalıkın kömürlendi. Oton hegi bu gördüğü de yarılıyıcını bilerim. Ben mağın hazırdattan, altta çaz beyemden, Karapın kayatarda tevkidli Roskay Trak 90 kilometreden ayandan gelen normal sinnak Brüssel'de. Bastaki ölçüp oldu minneyle mağın hazırdattan hangarda hangar radyodan, den televizyondan, den Yakudiya 24 sana gün tekim, onun sanaran da hep olun bağlar. Onun ehliyata sötügül bugünü ürüler, yani ağırdılan turan, bu kabara gittiler, bastadan turan, Дороганы бағарабын. Бейбік кесі ұстата пандемия олырымыд, белдебет кехеға самай күндіде дорогы болырын. Оның чеген чепдік болын, үләғіт тахарилақ болын, саңаттан саңа сонын идеялары, проекттары, онда білден тұрын әйгі үлелер, көрдірі хитінлері рекерет сетилақ болын, сақа печайты сайынның. Добрый день, дорогие мои коллеги, журналисты, книгоиздатели, полиграфисты. От имени правления Союза журналистов Республики Саха-Якутия лично от себя горячо и искренне поздравляю с нашим главным праздником, профессиональным праздником, Днем Российской печати. Правда, мы уже с 2020 года этот день празднуем 2 раза, День печати. Помните, в 2020 году, когда мы еще сидели онлайн, работали кто откуда, как говорится, да, и все равно был издан указ об учреждении Дня национальной печати. Этот день национальной печати, учреждение этого Дня национальной печати мы ждали долго. Писали много писем. И, наконец-то, Александр Сергеевич учредил этот день, и впервые прошлым летом, 1 июля, такой замечательный, солнечный, теплый день, на Юскатын мы праздновали впервые вместе наш национальный праздник, награждали лучших из лучших, проводили по традиции якутские национальные игры, конкурсы. В общем, всем было очень здорово, всем очень понравилось, и решили, что теперь традиционно 1 июля, День национальной печати, будем праздновать в формате СЭХа. А зимой, вот сегодня, например, 13 января, конечно же, пришлось в этом году из-за событий, знаете, специальной военной операции, мы даже не праздновали Новый год. И сегодня тоже никакого бала прессы не будет. Многие спрашивают до сих пор. И, конечно же, цены тоже поднялись в ресторане. Сейчас нет, за 1000 рублей не погуляешь, да? Поэтому мы всем руководителям семьи рекомендовали, чтобы в тесном кругу своих творческих коллективах все-таки праздник отмечали, чтобы своим вручали награды, в тесном, узком своем, но дружном коллективе в своем круге. И что сказать, 22-й год для нас, журналистов Республики Саха-Якутия, был, конечно, и сложным, но в то же время очень интересным. И действительно не таким уж плохим. Мы, самое главное, вот правление Союза журналистов издала первую энциклопедию журналистов Якутии. Тоже мы хотели эту энциклопедию выпустить еще к 60-летию Союза журналистов, но не смогли. И в 2021 году мы выиграли грант главы Республики Саха-Якутия на 788 тысяч рублей. И удалось нам издать эту энциклопедию. Но вы знаете, стоимость бумаги в связи с санкциями типографских услуг очень выросла,
И чтобы вот издать эту энциклопедию, мы, конечно же, очень много работали, трудились, в том обзванивали все типографии, не только республиканские, но и за пределами республики. И все-таки мы сделали это, и вы все, наверное, уже получили эту энциклопедию. Также этот 22-й год был ознаменован 13-м съездом Союза журналистов, то есть участием нашей делегации в 13-м съезде Союза журналистов России, историческом. И также наша большая делегация, около 20 человек, принимали участие в работе Всероссийского форума в городе Сочи. Все презентовали свои издания, республиканские, районные. В связи с годом культуры наследия народов мы показали традиционно нашу якутскую культуру нашим коллегам из других регионов. И, конечно же, этот год для нас был интересен не тем, что проходили все-таки многие презентации, юбилеи наших районных газет и республиканских газет. Поэтому мы, несмотря на все сложности, журналисты, как всегда, в переднем краю. И самое интересное, и, наверное, это запомнится в истории журналистики тем, что у нас появились военные корреспонденты. Ребята, вот сейчас сказал Георгий Петрович, обучились, и впервые действительно у нас в Якутии появились уже квалифицированные военные корреспонденты, которые уже принимали участие в освещении СВО. Вот такие интересные дела. В то же время мы, конечно, журналисты в это ковидное время потеряли многих своих коллег. К сожалению, приходится говорить многих, потому что очень часто мы публиковали слова соболезнования родным и близким наших коллег. И в этот праздничный день я желаю, чтобы мы все были здоровыми, чтобы у нас было крепкое здоровье, а если здоровье будет, то и будет работа, творчество, любовь, семья, благополучие, стабильность. Я желаю каждому из вас, чтобы у вас был крепкий, верный, преданный тыл, здоровая семья. И, конечно же, хочется, чтобы опытные наши ветераны долго творили, писали и еще помогали нашим журналистам становиться опытными и поделились своей мудростью жизненной и, конечно, профессиональной. Не зря же педагогики в российской признали наставничество. Не зря же год назвали не только годом учителя, но и наставника. Наставничество нужно и нам. Но, к сожалению, констатирую факты, что в наших многих изданиях мало, почти нет журналистов свыше 55 лет. Сказали сокращение, вы возрастные, пожалуйста, покиньте редакцию. В итоге во многих редакциях сейчас работает только молодежь. И, конечно же, в улусных редакциях, особенно на северах, не хватает молодых журналистов. Поэтому очень хочется, чтобы молодежь все-таки приходила в нашу сферу. И в прошлом году, как вы знаете, все-таки на 10% выросла наша зарплата. Помните, вначале это 4% было, как у всех, по статье прочие, потом добавили 6%. Это, конечно, по решению главы республики. И в этом году в своем послании Государственному собранию Арсений Сергеевич тоже об этом говорил, да, слышали, наверное, что по прочим, статья прочие, я еще раз говорю,
по статье прочим тоже нужно зарплату повысить. Поэтому очень надеемся, что повышение зарплаты для государственных СМИ все-таки будет. Действительно, мы сегодня тоже, канун праздника, общались с коллегами. Самая главная проблема у журналистов вот это. Почему к нам не идет молодежь? Зарплата маленькая, у нас нет социальной защиты, как в других бюджетных организациях. Нет вот земского учителя, проекта «Земский учитель», там «Земский врач». Поэтому даже если молодой человек поедет работать на севера, ему не выплачивается ни подъемные, ни аренда там квартиры или дома. Поэтому вот молодежь и не идет в нашу профессию, а наоборот уходит. Очень талантливые, к сожалению, наши журналисты уходят сейчас в культуру, в библиотеки, в музеи, к сожалению, в пресс-службы. Это вторая наша проблема. И все-таки праздничный день хочется, чтобы наша работа очень сложная, 24-часовая. Сейчас же мы не только газеты выпускаем, но и работаем в социальных сетях, сайты у нас еще, кроме газет. И поэтому, чтобы наша такая сложная работа была оценена достойно. Я надеюсь, что руководство республики этот вопрос решит. Вот. И, конечно же, праздник обязательно лучшие из лучших получают награды. Также традиционно мы уже несколько десятилетий ко дню печати подводим итоги своего творческого конкурса на премии Союза журналистов Республики Саха-Якутия. Разрешите сейчас вручать. Мы начинаем торжественную церемонию вручения премии Союза журналистов Якутии. Премия «Золотое перо» вручается Ксенофонтовой Аине Ивановне, корреспонденту газеты «Югород». Премия «Золотой микрофон» среди тележурналистов вручается Березину Максиму Викторовичу, ведущему и автору телепроектов национальной вещательной компании «Саха». Премия «Золотой микрофон» среди радиожурналистов вручается Тарасову Ивану Петровичу, редактору дирекции радиовещания национальной вещательной компании «Саха». Премия «Дебют года» вручается Павлову Айталу Андреевичу, корреспонденту информационной программы «Вести Саха» государственной телерадиокомпании «Саха». Еще раз поздравим молодого преуспевающего Павла Айтала с этой высокой премией. Премия «Интернет-издание года» вручается детскому каналу «Чохон», национальная вещательная компания «Саха».
Премия «Дизайн года» вручается Афанасьеву Арсентию Александровичу, техническому редактору редакции газеты «Хагалас» за печать. Премия за результативность вручается Богдановой Саргалане Ивановне, корреспонденту газеты «Медиагруппы сети». Премия «Медиаперсона года» вручается Христофоровой Марии Николаевне, генеральному директору, главному редактору автономного учреждения «Издательский дом Ильтмель», народному депутату Государственного собрания Республики Саха-Якутия Ильтмель. Премия «Общественный корреспондент года» вручается Соломоновой Валентине Николаевне, общественному корреспонденту парламентской газеты «Ильтмель». Премия «Специальный приз» «Пресс-служба года» вручается отделу пресс-службы окружной администрации города Якутска, руководитель Любовь Сыроватская. Почетным знаком Союза журналистов России за заслуги перед журналистским обществом награждается Гапонова Галина Алексеевна, редактор газеты «Тамбовский вестник». Почетным знаком Союза журналистов Республики Саха-Якутия за вклад в журналистику награждаются Баснаева Сардана Николаевна, выпускающий редактор сайта Саха-Сирия. Тетерина Ольга Владимировна, шеф-редактор газеты «Вести Верхояние». Грамотой Союза журналистов России награждается Екатерина Васильевна Голикова, режиссер дирекции радиовещания НВК «Саха», за плодотворное сотрудничество с журналистскими организациями России. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Разрешите вручить. Нету, да? Грамотой Союза журналистов награждается Виктория Геннадьевна Кантоева, главный эксперт группы корпоративной коммуникации автономного общества «Саха-Энерго». Екатерина Васильевна Голикова. Грамотой награждается Ирина Николаевна. Сегодня у вас звездный час, вообще не знаю, что это такое. Десяток наград получила. Главный редактор газеты «Вести Верхояние» за личные творческие достижения в связи с днем Российской печати.
Якутия награждается коллектив редакции газеты «Кингород», главный редактор Галина Спиридонова за плодотворную творческую работу в освещении жизни столицы Республики Саха-Якутия в городе Якутск и проблем горожан и в связи с Днем российской печати. Разрешите вручить. Грамотой Союза журналистов Республики Саха-Якутия награждается Павлова Ксения Андреевна, член Союза журналистов России, главный эксперт отдела корпоративных коммуникаций ПАО «Якутэнерго» за многолетнюю плодотворную журналистскую работу в освещении деятельности жизнеобеспечивающих предприятий федеральных и республиканских СМИ и в связи с Днем российской печати. Разрешите вручить. Ксения Андреевна. Всем спасибо, здоровья, счастья, творчества, больших тиражей, преданных читателей. Слово для поздравления предоставляется народному депутату Республики Саха-Якутия, генеральному директору, главному редактору автономного учреждения «Издательский дом Ильтюмень», лауреату премии Союза журналистов Якутии «Медиаперсона года» Марии Николаевне Христофоровой. Бастабулла Передаляхтабит, дорогие коллеги, разрешите вас от имени профильного комитета по делам науки, образования, культуры, средств массовой информации и общественным объединениям нашего парламента горячо сердечно поздравить вас с профессиональным праздником Днем российской печати. Сегодня такой день, что с утра мы слышим поздравления. Это один раз в году, когда хвалят журналистов. Все остальные дни, 365 дней в году, нас критикуют, недовольны нашими публикациями. Но иногда, конечно, бывают светлые стороны медали, нас награждают, отмечают наш труд, столь необходимый в наше сложное время. Ну, как сказать, сегодня я вдвойне тронута тем, что журналистское сообщество присудило мне столь высокое звание медиаперсоны года. Я думаю, что это награда не одной меня, а награда всех моих коллег и по издательскому дому «Ильтюмень», и тех коллег, с которыми довелось в прошлом году, в 2022 году поработать. Он был очень насыщенным столетием республики, Якутской автономной Советской Социалистической Республики, годом матери, годом культуры духовного наследия Российской Федерации. Огромная армия наших коллег освещала, просвещала и показывала во всей своей красе, скажем, нашу необъятную родину Россию, как она живет, чем живет простой человек, какие заботы его беспокоят ежедневно, ежечасно. Это все выходило из-под пера, из-под клавиатуры и в социальных сетях, которыми мы теперь обязаны орудовать, так сказать, направо и налево, для того, чтобы шагать в ногу со временем. Прошлый год, год матери, действительно был отмечен очень многими яркими, добрыми и даже душевными событиями. Так удалось на российском уровне провести конкурс молодых журналистов «Призвание мама». Благодаря поддержке Альянса редакторов, региональных редакторов под руководством Софьи Борисовны Дубинской в рамках всероссийского конкурса «Золотой гонг» этот конкурс «Призвание мама» произвел практически фурор. Организаторы конкурса были удивлены тем, что из 20 более чем регионов Российской Федерации молодые журналисты приняли участие в этом конкурсе. В этом конкурсе приняли участие и наши коллеги, журналисты из Якутии, это, конечно, само собой. И я сегодня хотела бы, пользуясь случаем, наградить Соломонову Валентину Николаевну, внештатного корреспондента газеты «Ильтюмень», победившую и награждаемую дипломом в номинации «Сильная и независимая» о матерях-одиночках всероссийского конкурса «Призвание мамы», посвященную Году матери. Разрешите мне, Валентина Николаевна, вручить. Ответственные корреспонденты наших СО.
этого, как депутат, хотела бы сегодня отметить одно важное событие. В 2021 году в своем послании Государственного собрания Ултумен Айсен Сергеевич Николаев обратил внимание на заработную плату прочих категорий работников народного хозяйства. Наш журналистский цех, мы журналисты тоже относимся к прочей категории. Именно благодаря тому, что этот абзац вошел в обращение нашего главы, в прошлом году удалось предусмотреть средства во время корректировки государственного бюджета и повысить заработные платы журналистам районных редакций. Давайте коллег наших, которые самые близкие к народу, поздравить с этим знаменательным событием. Кроме этого, не могу не отметить участие в вопросах, вообще, скажем, наш цех, наша отрасль претерпевает очень большие изменения. И как никогда наш издательский дом 10 лет не менялась техника, не обновлялась материально-техническая база. Благодаря нашему министерству во главе с Анатолием Аскалоновичем Семеновым удалось в этом году наконец-то нам это дело реализовать. И тут сыграло очень большую роль, что мы в большой семье подведомственных предприятий помогаем друг другу. Вот Виктор Жамаханович здесь находится. Сахамедиа в прошлом году просто проделали огромный труд. Благодаря их доходам, благодаря их новым приемам менеджмента удалось в нашей отрасли изыскать средства на переоборудование нашего издательского дома. Мы очень благодарны этому. И хочу отметить, в прошлом году приезд министра цифрового развития Российской Федерации Шадаева состоялся благодаря тому, что действительно наш регион стал цифровым, инновационным, креативным, как вы все знаете, да? Айсен Сергеевич в прошлом году из рук Собянина получил этот знак. И мы, журналисты, конечно, идем в ногу со временем. Именно благодаря тому, что наше Министерство инновационного развития нашей республики руку держит на пульсе. Мы передовые на Дальнем Востоке, очень гордимся этим. И к сожалению, сегодня Анатолий Аскалонович отсутствует, но я думаю, что он обязательно увидит запись нашего мероприятия, обязательно он держит руку на пульсе. Человек тоже должен когда-то отдыхать, понимаете? Это 24/7 человек весь год работал. И давайте его тоже заочно, Анатолий Аскалонович наш, поздравим с Днем Печати, потому что он так поэтически, заботливо и по-доброму взял под крыло нас, традиционных медиа, нашу печать, и держит наравне с инновационными отраслями нашей республики. Это сегодня дорогого стоит. Давайте поблагодарим Анатолия Аскалоновича и поздравим с Днем Печати. Спасибо большое. Для вручения премии имени легенды якутской журналистики Леонида Ирмовича Левина приглашается коллега Леонида Левина, главный редактор журнала «Домострой Якутии» Лариса Кузнецова. Здравствуйте. Поздравляю всех вас с праздником, Днем Российской Печати, успехов во всем. И для меня вообще большая честь, и она всегда будет в прошлом году, в этом, надеюсь, на будущее. В общем, вручить премию имени Леонида Ирмовича Левина в номинации «За высокие профессиональные достижения по итогам 2022 года» выпускающему редактору сайта Саха-Сире Амусовой Айтане. Премия имени Леонида Ирмовича Левина вручается Айтане Амусовой, шеф-редактору сайта Эдерсас. Слово для вручения материальной помощи от фонда Леонида Ильича Левина предоставляется супруге, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, уважаемой Людмиле Николаевне Левиной.
Ильича Брежнева, что-то прозвучало непонятно. Знаете, вот я зашла и даже немножко растерялась, потому что я ожидала увидеть знакомые лица, которые раньше я видела каждый раз в этот день. А тут сплошные молодые лица. Ну, я поняла, почему теперь нет моих ровесников повыше. Вот. Если бы вот сейчас здесь был Леонид Ильич, он бы спел журналистскую песню. Я думаю, многие сидящие в зале ее знали. Но молодежь, не знаю, знает ли. Можно я не спою из боевиков, да, а просто зачитаю, если петь не могу, кое-что из этой песни. Мне интересно, кто ее знает. Калин барашками покрылся, пошел на дно корреспондент. Редактор только удивился и тут же выдал документ. Достать его со дна морского. Как это он на дно попал? Ведь я задание такого ему как будто не давал. Я вам не скажу за всю газету. Вся газета очень велика. Но одну заметку, хоть вот эту, он со дна пришлет наверняка. Ну, кто знает? 3, 4, 5? Ну, еще бы Маша не знала. 6, 7 человек. Да, время течет, меняется. Ну, выучим, ну, было бы кому. Последняя, наверное, просьба Леонида Левина была организовать фонд помощи журналистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И это логично, потому что он сам в эту ситуацию попал и, в общем-то, 3 года промучился, вот так вот скажем. И потом он всегда помогал людям, никогда об этом не рассказывая. Я о многом узнала уже потом, и даже вот в прошлом году. Очередной раз меня поблагодарили за то, что я сама не сделала. Короче говоря, да, мы же хотели фонд такой крепкий, серьезный фонд создать, но в силу некоторых обстоятельств, вы же видите, времена меняются, кое-что разрушается, уже это оказалось невозможным, поэтому мы просто пока живы будем помогать тем, кто в этом нуждается. На этот раз, небольшие, может быть, но очень нужные человеку деньги. Тут книжка такая, книжка память. Мы решили отдать Николаю Николаевичу Федорову, корреспонденту Ленинской районной газеты, Улов-Слова, да, у которого онкология, что это такое, прекрасно знаю, знаешь, там все время нужны деньги. То лекарства достать, то там за болту заплатить, то еще что-то, то еще что-то. Ну вот, собственно говоря, и все. Я передам, да? Мира, добра и крепкого всем здоровья. Без здоровья жизнь это не жизнь. Спасибо, Людмила Николаевна. В прошлом году точно так же из материального фонда помощи оказали 50 тысяч рублей, да? Пак Василию, многодетному отцу. А в этом году мы объявили в группе журналистов, знаете многие, да, кто нуждается в лечении. И вот Николай Николаевич Федоров, корреспондент Брюльской районной газеты «Улов-Сола», борется с тяжелым заболеванием. И, конечно, вот ему 50 тысяч обязательно пригодятся. Людмила Николаевна, мы передадим ему книгу и 50 тысяч рублей. Спасибо вам большое, будьте здоровы. Оставайтесь всегда такой же позитивной, красивой, молодой. Спасибо, Людмила Николаевна. Традиционно подведены итоги республиканского конкурса «Полиграфист года 2022» и «Издатель года 2022». Для вручения дипломов победителей конкурса приглашается заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Георгий Петрович Андреев. Премию «Полиграфист года 2022» среди первой группы, куда входят республиканские и городские полиграфические типографии, издательско-полиграфические предприятия, удостаиваются Пономарева Ирина Егоровна, машинист автоматической линии по изготовлению книг 6-го разряда конкретного цеха ЯРТ имени Гагарина. Кутугутов
Андрей Афанасьевич, оператор цифровой печати производственного отдела издательского дома Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, дипломат. Премию «Полиграфист» 2022 года среди второй группы, куда входят улусные, районные и городские полиграфические типографии, вручается Неустроевой Марии Григорьевне, техническому редактору редакции газеты «Карта», Саха-Печать, лауреат. Петуховой Варваре Ильиничне, переплетчице редакции газеты «Мюрюсагавната», Саха-Печать, дипломат. Премию «Издатель» 2022 года среди первой группы, куда входят республиканские и городские издательства, удостаивается Ковалевская Ольга Олеговна, начальник издательства Общества с ограниченной ответственностью компании «Дани Алмаз», лауреат. Ивенцеева Евдокия Семеновна, ОГДО, ведущий редактор редакции массовой и популярной литературы Национальной издательской компании «АЯР» имени Новгородова, дипломат. Премия «Издатель» 2022 года среди второй группы, куда входят улусные и городские издательства, вручается Седалищевой Диане Владимировне, шеф-редактору газеты «Мюрюсагавната», Саха-Печать, лауреат. Благодарственное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия вручается нашей дорогой Галине Алексеевне. Коллектив выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на готовность поддержать все начинания на благо нашего общего дела, объективного освещения вопросов социально-экономического развития республики с использованием официальной статистической информации. Для подведения итогов республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение в вопросах местного самоуправления, посвященного 200-летию Якутской городской думы, приглашается Альберт Никандрович Семенов, председатель Якутской городской думы. Добрый день, уважаемые журналисты, работники средств массовой информации. Разрешите мне от имени Якутской городской думы от себя лично поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем российской печати. Вы действительно являетесь таким связующим звеном между нашим обществом, жителями и различными уровнями власти. Мы ценим ваш труд, ну и недаром говорят, что вы являетесь, по сути, четвертой властью, которая определяет очень многое, ну и, соответственно, влияет на все аспекты нашей жизни. В этот день я бы хотел пожелать вам всем больших успехов в вашей работе, творческих удач, новой энергии на благо развития экономики нашей страны, республики, города. Пожелать вам вдохновения и оптимизма.
В этот праздничный день мы хотели бы подвести итоги республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов местного самоуправления, посвященного 200-летию первого представительного органа города Якутска, Якутской городской думы, ну и становлению, 20-летнему становлению местного самоуправления нашей республики. Этот конкурс проводился с целью стимулирования интереса журналистов к всестороннему и объективному освещению состоянию, проблем и перспектив развития местного самоуправления в нашей республике, способствование повышению уровня информированности общественности в вопросах местного самоуправления, ну и пропаганды передового опыта муниципальных образований нашей республики в сфере местного самоуправления. Прием заявок у нас продолжался с февраля прошлого года по ноябрь прошлого года. Всего в ходе этого конкурса поступило более 350 работ от 45 журналистов, а также 9 коллективных заявок от редакций Мегино-Кангаласского, Намского, Горного, Сунтарского, Алюпинского, Ленского и Верхоянского районов и города Якутска. Благодарю за содействие проведения такого масштабного конкурса Министерства инноваций, цифрового развития и технологий нашей республики, ЦК «Печать», а также Союз журналистов республики. Выражаю огромную благодарность всем журналистам за интерес к нашему конкурсу и активное участие. Каждый из вас обладает неповторимым журналистским почерком, авторским стилем, художественным складным слогом, имеет свою читательскую аудиторию. Мы очень рады видеть, как много ваших авторских статей появляется с каждым годом в области местного самоуправления. Будем благодарны освещению нашей деятельности интересными публикациями, новыми проектами, репортажами, интервью и очерками. От всей души хочется поблагодарить вас и вручить заслуженные награды. Номинация «Лучшая редакция улусных городских газет» вручается редакции газеты «Ленский вестник». Ценный приз получает главный редактор Мария Николаевна Улисова, председатель Якутской городской думы Семенов Альберт Александрович. А теперь для вас музыкальный номер. Встречайте Валентина Шарина. Василена Шарина. Простите.